Во все общежития вузов Северной Осетии приехал ревизор. Да не один, а с целой делегацией. Союз студентов и молодежи вузов Северной Осетии и Молодая гвардия Единой России провели мониторинг всех студенческих общежитий республики. В течение 2 дней экспертная комиссия оценивала условия проживания по ряду критериев – наличие спортзала, кухни и интернета. Особое внимание уделили пожарной сигнализации. Комнату для осмотра выбирали в случайном порядке. Вот здесь спокойно может поместиться 2-3, здесь для 3 человек. Предполагается, что здесь как бы 2 кровати, еще одна кровать, стол, 2 шкафы. На сегодняшний день практически во всех вузах есть Wi-Fi. В Горно-металлургическом институте и медакадемии недавно завершился капитальный ремонт. По словам студентов, условия стали намного лучше, но, к сожалению, есть и недочеты. Разница, если честно, очень большая. Раньше здесь не очень приятно было, если честно, жить. Обстановка тоже была не лучшим образом, но после реставрации сейчас очень большие перемены. Мне очень сильно сейчас нравится здесь жить. То, что нам плату поставили за общежитие, это, я думаю, даже хорошо. Ничего там сверхъестественного нету. Стоимость вполне уместная. За комнату в общежитии студент платит 5% от размера стипендии. Это около 65 рублей в месяц. Эти средства уходят на оплату коммунальных услуг. По словам жильцов, сумма незначительна, ведь однокомнатная квартира в городе им обойдется в среднем в 10 тысяч. Вы представляете стоимость сейчас квартиры? Это сколько мне бы пришлось потратиться для того, чтобы оплатить? В таких условиях, я не знаю, это я считаю, что бесплатно нам подарили, вот и все. Общежития Горского аграрного университета и пединститута нуждаются в ремонте, но чистоту и порядок в них поддерживают. В ГГУ ремонтируется 1 из этажей. По словам коменданта, планируется реконструкция других. Капремонт завершается и в СОГУ. К новому учебному году открывается новое современное здание, в котором будут жить 350 студентов. Картина, в принципе, нам сейчас ясна. Можно сказать, что в целом, если подводить итоги, говорить в целом, то удовлетворительное состояние общежития, где-то лучше, где-то чуть похуже, но в целом есть условия для того, чтобы можно было проживать. Подняли и вопрос о рекомендательном письме Министерства образования и науки России о отмене комендантского часа в общежитиях. Мнения по этому поводу расходятся. Не все студенты поддерживают нововведение, поэтому вопрос пока остается открытым. Ирина Дзабаева, Алан Гасанов, Осетия ТВ.